конференция. Я хотел бы вас всех поздравить, во-первых, с этой конференцией, с Новым годом и пожелать успехов в течение проведения научной конференции. Слово для поздравления предоставляется заместителю директора по научной работе Ашоту Георгиевичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Поздравляю вас с праздником. Приурочили празднование Дня факультета и проведение конференции, всероссийской конференции к празднику. Это очень хорошо. Я знаю, что это у вас ежегодная традиция. Вот, и поэтому вы в один день и наукой занимаетесь, и развлекаетесь, и, наверное, еще учебный процесс идет сейчас, насколько я понимаю. Вот, поэтому все совмещаете. Вы молодцы, но я хотел бы свое внимание остановить на конференции. Я так понимаю, по словам Айдара Меметовича, что тюркология как направление в Крыму, и не только в Крыму, а во всей Российской Федерации наш университет, наш факультет крымско-татарской и восточной филологии является одним из ведущих, одним из базовых институтов, занимающихся этими проблемами. Также крымско-татарская филология, мне кажется, что здесь у нас вообще эксклюзивное представительство. И поэтому, пользуясь вот этими вот исключительными, эксклюзивными направлениями, как раз таки мы и являемся ведущими здесь. Подтверждается это признанием, всероссийским, мировым признанием вашей научной школы Айдара Меметовича в Москве. Это и участие в различных экспертных советах, это и участие в различных конференциях, там, где признается действительно научная школа Айдара Меметовича, и там, где признаются научные заслуги ваши лично. Я хотел бы вас поздравить с вашей первой всероссийской научно-практической конференцией. Она у вас обязательно станет традиционной. Я хотел бы пожелать удачи в работе вашей конференции, то есть это жарких дискуссий, это нахождение новых научных направлений, это получение научных результатов, которые могут быть обеспечены только вот в виде апробации, в виде обсуждения. Для этого и проводится эта конференция, которая может затем выльется в новые направления научных исследований, в том числе не только исследований преподавателей и профессорско-преподавательского состава, а также исследователей студентов. Потому что студенческая наука, вы сами знаете, это ваши выпускники, это ваши дипломники, они тоже имеют существенный потенциал. Спасибо большое за внимание и еще раз поздравляю вас. Это гунны. О гуннах много написано. Написано и в европейских источниках, и в среднеазиатских, в иранских источниках. Но больше всего о гуннах написано в китайских источниках. Понимаете ли, если Европа узнала гуннов во II веке, так и первые европейские ученые отмечают, что около Урала, где-то южнее Урала, появляются полудикие племена гунны, то китайские источники их знают уже в VI-VII веках до новой эры. Прежние места обитания гуннов, они по китайским источникам, они находились вокруг, на севере и на юге реки Хуанхэ. Желтая река, где вдоль реки проживали китайцы, они занимались земледелием, а вот южнее их и севернее их находились племена сюнни. В китайском звучании сюнну. Я потом скажу о фонетических изменениях, которые произошли в этом слове, потому что мы знаем их как гунны, а в Европе знают их как хунны. А древнегреческие источники пишут это унны. По-видимому, унны и являются наиболее древним фонетическим вариантом. Чем же занимались древние гунны? Древние гунны в Китае занимались животноводством. Вели полукочевой образ жизни,
обратите внимание, не кочевой, а полукочевой образ жизни, потому что ну, нельзя же кочевать постоянно, нарушая те традиции, которые сложились на определенной территории, уходить далеко от мест постоянного проживания. И потом это нерационально, это нелогично же. Места обживаются, а вот там, когда уже действительно не хватает для пастбища мест, тогда они переселяются на более другие, более места, где растет больше трав. Так же произошло и с гуннами. С гуннами где-то в 301 году до новой эры гунское княжество, тогда было княжество, не империя, возглавил Моде, или же по другим источникам Мате. Это 301 год. Он объединил эти древние гунские племена, и, естественно, создалась большая угроза для китайского суверенитета. Что делают китайцы? Китайская политика заключалась в том, чтобы в какой-то мере, они прекрасно знали, что гунские племена разнородные. Как можно было их разъединить? Они, во-первых, узнавали их численность, места расположения, взаимоотношения и вносили раскол между этими гунскими племенами. И поэтому, приветствуя сегодня наших участников, я желаю вам всех успехов, всем успехов, начинаний. А студентам говорю, слушайте, учитесь, у вас все впереди. Все условия на нашем факультете созданы для того, чтобы вы развивались. Еще буквально на прошлой неделе мы создали научное общество, которое так и называется «Тектология и востоковедение». И здесь, смотря на доклады известных ученых, я думаю, вы будете учиться и создавать точно такие же научные работы, проводить актуальные научные исследования. Мы всегда гордились нашими студентами, мы всегда гордились нашими сотрудниками, потому что наши исследования проводятся на высоком научном уровне. Несмотря на недостаточную изученность крымско-татарского пословично-поговорочного фонда, с точки зрения сбора текстологического материала можно отметить некоторый прогресс. На протяжении последнего столетия были подготовлены как минимум 7 сборников крымско-татарских пословиц и поговорок. Первые сборники крымско-татарских паремий, будучи двуязычными, помимо перевода на второй язык, предлагают оригинальные написания, произношения, клише, что чрезвычайно интересно и полезно для современных исследователей-диалектологов. Так, сборник крымско-татарских пословиц отмечен уже в начале 20-го столетия. В 1914 году в Симферопольской типографии Таврического губернского земства выпускается небольшое двуязычное крымско-татарско-русское издание объемом 67 страниц. Пословицы, поговорки и приметы крымских татар, собранные Баданинским, Мартино, Мурасовым под редакцией Самойловича Фалева. Из текста предисловия работы автор Фалев выясняется, что предложенный к ознакомлению паремиологический фонд был скомпонован из самостоятельных малых сборников 3 авторов. К сожалению, принцип документирования и систематизации, паспортизации фольклорно-диалектологического материала в данном издании не проводился, что исключает дальнейшее более глубокое лингвистическое изучение языковых клише. Текстологический материал собирался в основном в степной части Крыма, и это объясняется, по всей вероятности, принципиальной позицией самих составителей. Некоторые из них, к примеру, Баданинский считал, что на южном берегу проживают греко-турецкие люди, говорящие на греко-турецком жаргоне, и, следовательно, их творчество не может быть приложено к крымско-татарской народной литературе. Yani onun için onu regionlarını kıdırmak kıyın. Kaydan çıktı. Kimge ait dep. Geçemiz bizim mektubatga. Pek isteyeyim aytmak böyle şeylerini. Son vakitte o kadar güzel, o kadar çok, o kadar meraklı materyaller çıkar ki meydanga Kırım Tatarca dille bağlı, şu cümlede edebiyatla da bağlı. Yazık bizim talebeler ondan uzak kala. Uzak kalganları bir taraftan, çünkü bu şeyler kitaplarga çıkmay. Onlar el yazmalarda. Şu cümlede hanlarının mektupları.
ve bir çette tışta kalgan gibi görünüyor. Ama көз өгіне кетіріңіз, Гарковецнің егер 3 томлық, соңғы шыққан 3 томлық кітабын алсақ, Кыпчакское письменное наследие. 1200-1300 sayfa bir tomu, 3 tom.